Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире информационная программа «Время», в студии Амина Зухурова с самыми важными новостями на сегодня. Распоряжение президента Республики Таджикистан. В 2026 году провести республиканский конкурс «Шохно-Махони», утвердить положение, состав комиссии и премии республиканского конкурса «Шохно-Махони». Министерством образования и науки, культуры, Национальной академии наук Таджикистана, Государственному учреждению Национальная библиотека исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан, Комитетом по начальному и среднему профессиональному образованию по делам молодежи и спорта, телевидению и радио по делам женщин и семьи Союза писателей Таджикистана принять необходимые меры по проведению на высоком уровне настоящего конкурса. Исполнительным органам государственной власти Горно-Бадахшанской автономной области, Сагдийской и Хатлонской областей города Душанбе, городов и районов обеспечит выполнение требований настоящего распоряжения, поощрять материально и морально победителей конкурса и педагогов, чьи воспитанники стали обладателями премии в республиканском туре конкурса. Министерство финансов Республики Таджикистан за счет средств резервного фонда президента Республики Таджикистан, предусмотренных на 2026 год, выделит исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан для проведения настоящего конкурса 2 660 000 сомоней наличными. Исполнительному аппарату президента Республики Таджикистан обеспечить целевое использование выделенных средств и представить в Министерство финансов Республики Таджикистан отчет о производственных расходах. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя премьер-министра Республики Таджикистан, куратора отрасли. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 29 августа 2025 года. На основании постановления председателя города Душанбе, уважаемого Рустама Эмомали, в городе Душанбе под названием «Зеби Дастархон» состоится второй тур республиканского конкурса «Хлебопечение, кондитерское искусство и кондитерские изделия, халва, национальные и современные сладости». В связи с этим в исполнительный орган государственной власти города Душанбе состоялось заседание оргкомитета. На заседании Организационного комитета республиканского конкурса «Хлебопечение, хлебобулочные и кондитерские изделия, халва, национальные современные сладости» приняли участие первый заместитель председателя города Душанбе Бахтиер Шарифи, заместители города Душанбе, руководители соответственных структур исполнительного органа государственной власти, ответственные лица исполнительных органов государственной власти районов столицы. На заседании было отмечено, что конкурс «Зеби Дастархон» будет проводиться на основании постановления председателя города Душанбе. Основная цель конкурса «Зеби Дастархон» заключается в защите и сохранении таджикских национальных обычаев и традиций, а также воспитании культурного самосознания у подрастающего поколения через блюда национальной кухни. Конкурс, который является частью более широкого фестиваля национальных блюд, призван поддержать и популяризировать национальную кухню как важную часть культурного наследия, воспитывать чувство гордости и уважения к своей культуре, стимулировать интерес к традиционным рецептам и кулинарной технике. На заседании ответственным лицам отделов энергетики и промышленности, информации исполнительного органа государственной власти города Душанбе, управлению здравоохранения, внутренних дел столицы, Комитетом национальной безопасности по чрезвычайным ситуациям при правительстве Республики Таджикистан в городе Душанбе было поручено принять необходимые меры для проведения конкурса на высоком организационном уровне. Отметим, что культура приготовления национальных блюд является частью культуры таджикского гостеприимства. В соответствии с планом мероприятий исполнительных органов государственной власти города Душанбе последовательно реализуются меры по улучшению работы общественного транспорта столицы. В этом контексте состоялась встреча рабочей группы с водителями компаний, представляющих услуги аренды транспортных средств. Наш следующий материал на эту тему. Обеспечение безопасной перевозки пассажиров, соблюдение стандартов обслуживания, уплата штрафов за нарушение и корректное общение с клиентами – все это входит в обязанности водителей такси. С целью повышения качества обслуживания в столице Управление городского транспорта Душанбе регулярно принимает необходимые меры. В Кохи-Суруш состоялась встреча должностных лиц с сотрудниками и водителями общества с ограниченной ответственностью «Эко-такси» и общества с ограниченной ответственностью
собственностью Сафо Такси. На мероприятии выступили руководители городских структур транспортного сектора. В ходе обсуждения рабочая группа уделила внимание вопросам соблюдения правил пассажирских перевозок, обеспечению безопасности дорожного движения, культуры общения с пассажирами, а также профилактики распространения чуждых ценностей и вовлечения молодежи в экстремистские группы. Особый акцент был сделан на предотвращении распространения незаконного религиозного учения, которое зачастую становится источником экстремистской идеологии и первым шагом к созданию террористических ячеек. Было отмечено, что подобная деятельность ведется, как правило, в частных помещениях и резиденциях радикально настроенных священнослужителей. Вместе с тем подчеркнуто, что в стране действуют законы Республики Таджикистан об упорядочении традиций, праздников и обрядов и об ответственности родителей за образование и воспитание детей. Последний закон призван усилить роль родителей в воспитании пострадающего поколения в духе гуманизма, патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, а также защитить права и интересы детей. Отмечалось, что сегодня в нашей независимой стране созданы все условия для получения официального религиозного образования. Молодые люди, желающие изучать религию, могут беспрепятственно поступать в специализированные учебные заведения и на законных основаниях получить высшее образование. В завершение встречи руководителям транспортных предприятий поручено регулярно проводить разъяснительную работу с водителями и усилить контроль на маршрутах. В честь достойного празднования 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан по инициативе Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в районе Исмоили-Сомони в государственном учреждении Центр детей и подростков города Душанбе состоялся форум молодых партийцев под названием «Молодежь на пути независимости». Подготовлен очередной репортаж программы с более подробными деталями о ходе данного мероприятия. В ходе форума молодых партийцев приняли участие руководство общественной организации молодежи Созан Дагони Ватан, представитель исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в городе Душанбе, руководство и сотрудники исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана района Исмаиль-Самани, офицеры и солдаты воинских частей района, а также активная молодежь. В начале мероприятия участники ознакомились с выставкой достижений педагогов и учащихся государственного учреждения Центр детей и подростков города Душанбе, а также молодых спортсменов. В другой части форума выступающие отметили, что независимость является величайшим благом и наивысшей ценностью для любого государства и нации, основным фактором развития и прогресса, а также залогом присутствия на мировой арене в целях развития и защиты национальных и государственных интересов. Таджикистан за 34 года независимости благодаря мудрой политике лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и его глобальным инициативам занял достойное место на международной арене. При этом созидательные меры, предложенные Таджикистаном, реализуются на мировом уровне. Сегодня, благодаря независимости, народ, носящий имя таджик, и страна под названием Таджикистан известна всему человечеству и имеет особый статус на мировой арене. Далее выступающие подчеркнули, что эпоха независимости предоставила нам реальную возможность определить путь сегодняшнего и будущего развития нашей нации и родной страны в направлении построения демократического, правового и светского общества. В завершении активная молодежь района была награждена почетными грамотами и благодарственными письмами Исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана района Исмаили-Самани. В продолжении программы был представлен яркий культурный концерт с исполнением патриотических песен, который оставил у зрителей незабываемые впечатления. В эпоху глобализации и тесного экономического взаимодействия между странами микрофинансовые организации становятся важным звеном в поддержке предпринимательства и населения. Одна из таких структур, Имон International, продолжает расширять свою деятельность, делая ставку на качество обслуживания. На этот раз модернизация затронула филиал в городе Гисар, где клиентов теперь ждут более комфортные и технологичные условия. Подробности далее в нашем сюжете.
Город Гисар. Теперь и здесь микрофинансовая организация Имон Интернешнл сможет принимать своих клиентов в лучших и более комфортных условиях. Так, на днях в рамках мероприятия по расширению деятельности компании руководство ввели в эксплуатацию очередной филиал. И следует отметить, что на сегодняшний день в Гисаре уже работает один филиал и 2 сервисных центра организации, где 36 сотрудников обслуживают более 4000 клиентов. И бесспорно, Имон Интернешнл остается ключевым игроком в обеспечении финансовой доступности, поддерживая экономическое развитие Таджикистана, улучшая качество жизни населения. Миссия организации заключается в содействии устойчивому экономическому развитию страны, улучшению качества жизни людей за счет обеспечения стабильного доступа к финансированию для экономически активного населения страны. Сотрудники и специалисты организации ежедневно выполняют ряд банковских операций, включая привлечение сбережений, вкладов физических и юридических лиц, выдачу небольших кредитов, обеспеченных и необеспеченных, открытие и ведение банковских счетов, перевод средств по запросу клиентов, предоставление гарантии и также стоп-договоров, проведение клиринговых и обменных операций, казначейских операций, а также выпуск банковских платежных карт и проведение операций с их использованием. Напомним, что в феврале 2022 года микрофинансовая организация Имон Интернешнл успешно прошла сертификацию по принципам защиты клиентов и получила высший рейтинг «Золотой сертификат». Уровень Gold является наивысшим в сертификации, означает, что Имон Интернешнл строго соответствует принципам защиты клиентов, установленным в универсальных международных стандартах управления социальным воздействием. Дорогие телезрители, это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нашим каналом. До следующих новостей. Всего доброго.